15 апреля 1395 году в предгорьях Кавказа на реке Терек между войсками Тимура и Тохтамыша прошло крупное сражение, которое закончилось разгромом последнего. Это уже была вторая битва гигантов. Военные столкновения между Тимуром и Тохтамышем начались с 1380 года, когда самоуверенный Тохтамыш направил свои войска в Среднюю Азию, во владение могучего Тамерлана. Тимур находился в очередном походе, что и позволило Тохтамышу захватить и разграбить Бухару и окрестные города. В битве на Тереке Тохтамыш потерпел жестокое поражение и с небольшим отрядом бежал в Литву. После этого сражения Тохтамыш окончательно исчез с политической арены, а Тамерлан продолжил свои победоносные войны. В 1398 году он вторгся в Индию и захватил Дели. В 1402 году завоевал Турцию, разгромил могучего султана Баязида. Умер Тамерлан в феврале 1405 году в ходе китайского похода. 8 апреля 1828 году Бейбулат Тамиев совершает поездку в Аварию с целью поднять ее на восстание. Уже с начала XIX века народам Северного Кавказа нужен был новый лидер, способный возглавить освободительное движение. Таким и стал известный своими подвигами 23-летний Бейбулат Тамиев. В начале 1822 года Бейбулат при помощи влиятельных чеченских кадиев Абдул-Кадыра Изгирменчука и Муллы Мустафы пытается поднять восстание в Чечне, но это ему удается лишь в 1824 году, уже при помощи Авки Гельменчукского. В апреле 1828 года Бейбулат Тамиев с объединенным войском бойцов Чечни и Дагестана начинает захватывать ряд военных укреплений. Слава Тамиева разнеслась по всему Кавказу. Власти несколько раз старались подкупить его, заманивая к себе на службу. Поняв, что уговорами и деньгами его не заставить отказаться от борьбы, царская администрация прибегла к коварству. 14 июля 1831 года недалеко от укрепления Тангичу Бейбулат Тамиев был убит предательским выстрелом в спину. 1 апреля 1859 года пал последний оплот имама Шамиля, столица его имамата, крепость Ведено. Уже начиная с конца 1959 года крепость была осаждена отрядом генерал-лейтенанта Евдокимова. Накануне падения в Ведено Шамиль сделал последнюю и отчаянную попытку укрепиться. Он собрал в горном Эльсиное наибов и улемов и обратился к ним с просьбой собрать последние силы против царских войск. В отчаянии Шамиль вызывал гордости чеченцев, но окончательно разочарованные в имаме чеченцы уже не видя толку в его речах, оставили Шамиля и разошлись по домам. Шамиль потерял всякую надежду, ушел со своими приверженцами в Дагестан. Уже будучи у себя на родине, он был ограблен своими же сородичами. Вскоре после падения Ведено в конце августа начался известный штурм Гуниба. Воодушевленный рядом побед, князь Борятинский объявил вознаграждение в 10 тысяч рублей за пленение живого Шамиля. Однако вознаграждение выплачивать никому не пришлось. 25 августа 1859 году около 3 часов дня имам Шамиль добровольно сдался в плен. В этот же день войско князя Борятинского заняли и Гуниб. 1 апреля 1870 году в селении Гихи в семье крестьяна и середняка родился известный чеченский просветитель, партийный и государственный деятель Таштамир Эльдерханов. Эльдерханов закончил школу в городе Грозном, ремесленное училище во Владикавказе и Тифлисский учительский институт. В 1906 году он избирается депутатом Первой Государственной Думы России. Государственный масштаб мышления Эльдерханова заметен в его выступлениях на сессиях Второй Государственной Думы. После распуска Думы Эльдерханов возвращается в Грозный, но власти запрещают ему преподавание в школах Терской области, и он уезжает в Баку, где и работает в области просвещения вплоть до февральской революции. После окончания гражданской войны Таштамир Эльдерханов избирается председателем Ревкома Чечни, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Эльдерханов работал также председателем Национального совета в краевом исполкоме в Ростове-на-Дону. В 1929 году он вернулся в Чечню, где занимал ответственный пост в Грознефти. Умер в 1934 году. 13 апреля 1877 года близ аула Саясан около 60 человек из разных селений чеченского общества решили начать вооруженное восстание. Собрание представителей из чеченских обществ приняло присягу разорвать все отношения с существующей властью и объявить себя независимыми. Имамом был провозглашен 27-летний Альбек Хаджи из Семсира. Около 2 лет с переменным успехом войско имама Альбек Хаджи вели неравную борьбу. В ноябре 1878 года руководитель восстания
Чечне, Алибек Хаджи Алдамов, Салтмурат Биноевский, Залми Дада, Умар Хаджидуев и его сын Дада были арестованы и решением командования приговорены к казни через повешение. 9 марта 1878 года в Грозном и состоялась эта казнь. 27-летний имам Алибек Хаджи оставил в истории Чечни и Кавказа героический след. Один из царских генералов писал после окончания Кавказской войны: «Теперь, когда умолкли шум и азарт отчаянной борьбы, когда наша власть на Кавказе вполне упрочена, мы можем спокойно отдать дань удивления героизму и беззаветной отваге побежденного врага, честно защищавшего свою родину и свободу до полного истощения сил». 9 апреля 1910 года в ответ на гудермесские погромы Абрек Зелимхан Карачоевский ограбил Кизлярский банк. Чуть ранее, в январе 1910 года, приказом Потерской области властями был сформирован временный охотничий отряд во главе с войсковым старшиной Вербицким. Этот отряд на гудермесском рынке устроил побоище мирных чеченцев. В результате погибло более десятка человек. Зелимхан принимает решение отомстить и убить Вербицкого, но от этого шага его отговаривает очень авторитетный чеченский интеллигент, которого тот не мог не послушать. И тогда Зелимхан решает отомстить Вербицкому набегом на Кизляр и местное казначейство. При этом он решается на безрассудно смелый шаг. Он предупреждает Вербицкого о запланированном месте и времени нападения. На Зелимхана и его отряд, разумеется, была подготовлена засада, но отряду Абреков удалось совершить невероятное. Они удачно обошли все засады, ограбили казначейство и скрылись, не потеряв ни одного человека. Добыча от этого налета была совсем небольшой, но не это было главное. Удалось отомстить Вербицкому, и он попал под суд за бездействие и неудачу в поиске Зелимхана. 2 апреля 1919 года в Грозный вошли войска Кавказской добровольческой армии генерала Врангеля. Врангель был назначен Деникиным, который объединил под единым руководством добровольческую и донскую армии, командующим Кавказской армией за 2 дня до Нового года. План Врангеля и его комитета заключался в захвате Владикавказа, Грозного, Кизляра и Моздока, чтобы отрезать от Ростова-на-Дону части Красной армии. Предполагалось также занять железнодорожные пути, военно-грузинскую дорогу, закрыть горные ущелья в Осетии и Чечне, уничтожить гарнизоны в крепостях Ведено и Шатое. Кавказская армия подошла к терским границам и за 12 дней, пройдя 350 километров, вышла к Каспию. Северный Кавказ был захвачен, и Белая армия получила обширную и богатую продуктами базу. Но победа продолжалась недолго. Уже в марте следующего года совместные подразделения горцев и Красной армии изгнали белогвардейцев Деникина и Врангеля с территории Чечни. Спустя 8 лет в изгнании в Брюсселе скончался и генерал-лейтенант барон Врангель. В апреле 1930 года в республике уже в полную силу работает вышедшее в январе знаменитое постановление ЦК ВКП о борьбе с искривлениями парт-линии в колхозном движении. Полным ходом идет борьба с перегибами на местах, в ходе которой в застенки ЧК попадает руководящий состав активистов колхозного движения. Со стороны некоторой части ответственных работников в этих условиях с целью схватить перегибы за несознательностью местного населения работает стремление использовать пребывание Красной армии для проведения спецмероприятий. В результате всех этих манипуляций в Чеченской автономной области в апреле-марте силами войск СКВО и ОГПУ проходит чекистская войсковая операция по ликвидации так называемого политического бандитизма в Чечне и Ингушетии. В операции участвуют 9 отрядов различного назначения, 2 стрелковых батальона, авиазвено, саперная рота и рота связи. Всего около 4000 человек, 19 орудий, 28 пулеметов и 3 самолета. 7 апреля 1995 году в селе Самашки произошла масштабная трагедия. В ходе зачистки совершено убийство мирных жителей. Началась трагедия еще в апреле с ультиматума генерал-лейтенанта Антонова, предъявленного самашкинцами. До 7 апреля сдать 300 автоматов, 2 пулемета и 1 БМП. Члены самашкинской делегации из числа на встрече с генералом заявили, что такового количества оружия они сдать не могут, так как его просто нет. Тем не менее, обстрел села начался в ночь с 6 на 7 апреля, а на утро прошла массовая зачистка. Зачистка сопровождалась убийствами мирного населения, издевательствами над задержанными и поджогами домов. По данным правозащитных организаций, в селе погибло более 800 человек мирного населения и разрушено или сожжено 2260 дворов. Считается, что по масштабам убийств и зверств Самашки сравнимы с Хайбахом 1944 года.